Сегодня у нас беседа с Ахтаном Рымкубатым, также Абдыкалыковым, мой тезка. Часто меня спрашивают: Эрик, а ты родственник вот с Ахтаном Рымкубатым? Я говорю, я про него фильм документальный снимал. Ну, пока вроде бы не нашли прямых родственников. Мы беседуем с кинорежиссером, с продюсером, сценаристом, художником, народный артист Кыргызской республики. И еще есть много регалий, среди которых, Ахтанбеке, подскажите, пожалуйста. Нет, у нас же вот Акельбирс проводится. И я все время хочу сказать, чтобы где-нибудь меня полностью назвали все мои регалии. Значит, народный артист, лауреат государственной премии, кавалер ордена двух монасов, значит, кавалер французского ордена литературы и искусства, значит, член Европейской киноакадемии. То есть я могу этот список продолжать, потому что по большому счету до конца никто не знает всех моих регалий, а иногда, скорее всего, это не амбиции, а можно, это вот Хасан Кадралиев, с кем я снимал все свои картины, у него тоже много всяких орденов, медалей, и он, я не знаю, это правда или нет, он говорит: Октан, говорит, я на Новый год, говорит, одеваю пиджак, говорит, со всеми своими, говорит, орденами и медалями, да. То есть их негде показывать, а вот так специально выходить, как это делают фронтовики, вот, как-то стесняешься, что ли, вот, поэтому не всегда получается назвать все свои регалии. А какая для вас из регалий наиболее важна? Они все важны, потому что я прошел все этапы, значит, как можно сказать, я не знаю, жизнь в кино, что ли, там, начиная с ассистентов и так далее, и так далее, и так далее. То есть я прошел все ступени, и то же самое, как бы, я все ступени наград. То есть у меня не было, что я перепрыгивал там чего-то там, то есть это все было по ступеньке, то же самое, как бы, все мои награды, они связаны, поэтому они для меня очень важны, каждый на своем этапе. Может быть, самое неожиданное, наверное, все же это французский орден. Как бы у нас, потому что у нас же иногда есть недоверие к наградам, потому что, так все время говорят, вот тот недостоин, там, по каким-то знакомствам, там, еще чего-то там, а тут, Франция, и потом золотая медаль Турксоя, то есть там, где я не могу повлиять, и там не такой принцип, как у нас там. Значит, я пишу там и прошу себе там чего-то там, не, просто там. Это было совершенно неожиданно, и как бы Франция — это страна кинематографа, искусства, культуры, поэтому, мне кажется, такая... По-моему, позапрошлом году. Да. А вручали в Париже? Нет, здесь вручали, да. Здесь сделали такой отдельный прием. Посол позвонил мне, говорит, вот по случаю я готов принять, говорит, 70 человек, и, говорит, чтобы вы, говорит, то есть это был для меня устроен этот вечер, говорит, и вы, говорит, пригласите, говорит, всех своих ближних, там, кого вы хотите. В основном были кинематографисты и мои ближние, да, это было такое, как... Здорово. Самая популярная реклама, когда-либо созданная в Кыргызстане, или, скажем, одна из самых популярных реклам, когда-либо созданная в Кыргызстане, это реклама «Ырыс алды интымак». И мало кто знает, что режиссером этой рекламы являетесь вы. Скажите, пожалуйста, как вам пришла эта идея? После Селькинчека, то есть я до этого и снимал «Где твой дом, улитка», но вот такое, как бы, можно сказать, такое, как международное признание, что ли, пришло после Селькинчека. Вот, и тогда была Чинара Шашена Джахыпова, значит, директор фонда, и она пригласила меня, говорит: Актан, вот мы бы хотели, чтобы ты снял документальную картину. Я снял документальную картину, ей очень понравилось. И совершенно неожиданно, говорит: Актан, давай попробуем, говорит, снять социальную рекламу. Они вначале сами предложили какую-то идею. Мне кажется, это надо рассказать. Да, потому что, мне кажется, интересно. Я не помню, кто озвучил. В общем, идея была такая. Значит, с юга едут южане, с севера едут северяне, потом встречаются в туннеле, и там что-то там, и типа как какой-то слоган. Но оно было как бы, сам посыл-то был хороший, но мне показалась она банальная и не киношная. Вот. И потом я начал думать, все, что я снимаю, это реклама или художество, это все связано со мной, связано с моим детством.
И я вспомнил, что как мы таскали ведра. Ну и понятно, если ты будешь говорить о каких-то межнациональных отношениях, мне кажется, такое самое, как сказать, самое, может быть, близкое, неразделимое, это вот как бы двойня, близнецы. И пришла идея с близнецами, и я, по-моему, не говорил. Вот что хочется подчеркнуть в Чинар Шашинь, она просто доверяла. Если с кем-то начинает работать, он говорит: все, Актан, говорит, ты скажи, сколько тебе нужно бюджет, и говорит, давай, вперед, говорит. И мы снимали тогда, по тем временам это были просто, как сказать, сумасшедшие как бы затраты. То есть мы снимали на пленку. Любая камера, которая была под рукой, мы стягивали технику, монтировали в Алмате. То есть у нас была, как бы такая... Да, такой, очень хороший подход. И я потом для себя говорил, я снимаю фильм с метражом 120 секунд. Многие фильмы там длиной 120 минут, да, а вот для меня 2 минуты это были как большой полнометражный фильм. И в общем-то, так пришла идея. И, может быть, самое интересное в этой ситуации, мы долго искали близнецов. Потом пришли какие-то совершенно такие непонятные двое. Они такие были симпатичные, но они какие-то закрытые. А там по сюжету нужно было где драться. Я говорю: а вы можете, там подраться? А потом я пробу делаю. Я говорю: если Руштунар вы? А как Руштунар? И они, оказывается, молча стояли, говорят: мне. А тут говорит: ты меня. То есть какой-то такой словесная брань была, потом я это использовал, но все равно просил, чтобы как-то подтолкнули. И, в общем-то, таким образом, как бы состоялся этот ролик, и он, конечно, он такой был, как всенародным стал. Мы как раз тогда затевали Бишкемпир, ездили по регионам, и там мы видели, как играют. Я сам лично видел, как играет там ведра таскают. То есть такой был очень народный ролик. Многие не видели, это было 3 ролика. Рысалды Интымак, Алаканделюс Интымакту Балолу, и 3-й такой обобщающий ролик Гелечейн Эрген Болсон. И из них, конечно, стал самым культовым именем, да? Да, самый как бы известный. И Алаканделюс Интымакту Балолу, он на Московском фестивале получил главный приз в своей как бы номинации. А Рысалды Интымак, он тоже получил, там, гран-при получил в Москве. Есть такой московский фестиваль рекламы. И как раз в то время были и Грымов, и Бекмамбетов. Я помню, оказывается, по регламенту фестиваля социальной рекламе не дается гран-при. Гран-при дается только товарной рекламе. И они были возмущены, что социальная реклама получила гран-при, потому что там такое, солидное жюри было, и они, видимо, решили, то есть они не могли уже удержаться, они решили изменить как бы регламент фестиваля. И да, это тоже было совершенно для нас неожиданно. А Чинара Шашенко как обрадовалась. После этого она решила, говорит: давай, Актан, говорит, езжайте в Канны, говорит. Но я не смог поехать в Канны. Как раз мы снимали, готовились снимать Бишкемпир. Ролик, то есть мы отправили ролик. Мы все ролики, по-моему, отправили. Да. И Рысалды Интымак, он получил бронзового льва, а есть еще антиалкогольный, называется Алда Айланайндар, он вошел в конкурс. Хочу обозначить для молодых режиссеров, вообще для людей, которые в креативной сфере, ваш подход именно был таковым: я не снимаю рекламу, я снимаю 120-секундное кино. И мне кажется, это отношение было ключевым, да, чтобы передать посыл. Да, там был... а потом, что интересно, мы же из этого... у нас был негатив на пленке, а позитив был на видео. Потом мы из негатива сделали фильм. То есть у нас есть 7-минутный фильм, называется «Асан и Сөн». И здесь тоже есть. И мы тоже получили несколько призов. То есть... эти же ребята. Да, это же ребята, просто как уже короткий фильм, 7-минутный. Просто я к тому, что на самом деле потом мы вообще для фонда Сороса сняли 7 роликов, и все 7 они сняты как кино. То есть они имеют сюжет, обычно как снимают рекламу, там, набор каких-то картинок, потом какой-то слоган, там, еще чего-то там. Наверное, и так можно, иногда и мы так снимали. Но эти такие, как маленькие
киноновеллы, да, и практически последнюю я не попал. Ну, мне так кажется, 7-й ролик. И после этого сказал, я все больше не буду снимать, потому что ты же исчерпываешься. Это не просто так. А потом приходят люди, вот, мы хотели такое снять ролик, как Ирис Халдын. Ребята, я говорю, если я найду идею, я говорю, сниму. Это не просто так. Ахтам Баке, прежде чем перейти к вашим следующим знаменательным картинам, Бешкемпир, Маймыл, Селькинчек, трилогия «Автобиография», хочется рассказать немного о вашей биографии. В какой семье вы родились, где вы родились и как вы пришли в кино. То есть вы же художник в первую очередь, профессиональный в начале своей карьеры. Вот расскажите об этапе вашем юности, детства. Иногда кажется, что я родился для кино. Может, я преувеличиваю свою значимость в кино, но жизнь моя такая абсолютно кинематографичная. Ну, я об этом много раз говорил, но если вот кто-то будет смотреть и подумать, что я повторяюсь, пусть они меня простят. Да, значит, я родился в семье вот, Арымбека, то есть вот Арым, а вырос в семье Куаталы. Вот почему Арым Куват. Причем я же поменял фамилию после Маймыла. То есть я считал, что Селькинчек, Бешкемпир, Маймыл – это как бы завершенная трилогия. И думал, что мне уже пора как бы поменять фамилию. Я узнал, что я приемный сын в 14 лет, когда дают приписное свидетельство. Это такой вот, как типа военнообязанный. То должен был в военкомат идти и нести свидетельство о рождении. Я тогда первый раз увидел свидетельство о рождении, и там написано было Тохтомушева Сонун мама и Абдыкалыков Арымбек отец. Но я был Абдыкалыков, вот там, где я вырос, они Сарымсаковы, но я не придавал значения. Я знал, там соседи говорили, ну и как в фильме, там где-нибудь поругаешь, все время говорит, ты приемный, там чего-то. Но я как-то так, по большому счету, не придавал этому значения. Но для меня это шок было, когда вот я увидел этот документ. И почему я говорю, что вот моя биография, начинание как будто для кино. И вот в 14 лет, пацан же, и я пошел в сельский совет, и я сказал, я хочу поменять фамилию. И мне сказали, говорит, вы не имеете права поменять. Представляешь, пацан, да, там, в 8 классе или в каком, говорит, я поменяю фамилию. Они говорят, вот когда вы достигнете 18 лет, видимо, законодательство подтвердит, тогда вы можете поменять фамилию. Даже у меня есть рассказы, может быть, это такой по юности написанный, значит, автопортрет с чистым холстом, по-моему, так называется, я уже не помню, да. Но я как бы своих родителей сравнивал с кукушкой, значит, которая подложила в другое гнездо, и вот меня вырастили эти родители. Вот для меня казалось, я до сих пор, иногда как бы те, у кого я родился, они обижаются, но у меня нет с ними ничего общего. То есть я не с ними вырос, я вырос с другими. Для меня родные вот те люди, которые меня воспитали. А нам говорят, бала тапкандық емес, бала баққандық. Да, то есть меня эти люди взрастили. И, видимо, вот эта обида, что люди, которые меня вырастили, с кем я жил, их не называют все время Абдыкалыков, все время Абдыкалыков. И вот после Маймыла, значит, я пошел и в сельский совет, куда только не ходил, нигде нельзя, говорит, туда-сюда. И мне пришлось дойти до министра юстиции. Я не помню, кто тогда был. И я помню его слова, говорит, Актан, говорит, вы заслуженный человек, говорит, для вас, говорит, мы сделаем исключение. То есть тогда тоже нельзя было. Например, если бы допустим, я Актан Куат, да, проблем не было бы. Как Куатулу, да? Да, типа, да. А вот то, что у меня 2 фамилии, потом еще без Улу, без ничего. Например, я же полностью так, Ахтанбек, Арымбек, Куаталы. То есть я просто оставил Актан, Арым, Кубат. Вообще, если вот это расшифровывать, это Эрнест Абдычапаров говорит, Ахтан, знаешь, говорит, как твоя фамилия расшифровывается? Я говорю, как? Он говорит, подступ светлой силы. Он, видимо, я не знаю, почему он решил как бы проанализировать мою фамилию. То есть, допустим, белый это Ахтан, понятно. Одна из версий, Кулат это сила, а Арым это шаг.
То есть, если вот, ну, как бы образно это перевести, получается подступь светлой силы. Да, красиво. Вот. А когда я говорю, вот моя вся жизнь, просто мне кажется, вот специально, вот, ну, это не мои родители, просто свыше, видимо, специально вот отдали в другую семью, чтобы, во-первых, я пережил все, что переживает, значит, ребенок, который оказался приемным. Это совершенно как бы такая нормальная традиция у нас, ну, все знают. Да. У меня и жена тоже, кстати, приемная. Серьезно? Да. А она тоже узнала об Да. этом позже? Нет, она, ну, я у нее не спрашивал нюансов, потому что весь акцент в семье же на меня, поэтому, вот. Но вот как это все переживать, то я, скорее всего, ну, я не пытался как специально изучать, но, по-моему, нет ни одной картины на эту тему. И если вот так рассуждать, то получается, значит, меня специально отдали с предназначением, что я должен сделать Бешкемпир. Ну, это раз. Ну и потом все мои переживания, ну вот на сегодня, может быть, я стал таким только из-за того, что я научился переживать. Рефлексировать, Да, я научился как бы, да, какая-то рефлексия, это все время. И вот в этой ситуации мне казалось, что я какой-то другой, и почему это со мной произошло. И вот таким образом, как бы приемный, некрасивый ребенок, ну, пытается изменить мир, пытается стать другим. А это же получается, что я вот как бы очищаюсь внутри. То есть я, ну, конечно, я тоже, наверное, кому-то причинял вред, еще чего-то там. Но до сих пор я хочу все время всем делать добро, все время хочу понравиться. Это воспитание или это ваша рефлексия на жизнь внешнюю? Не, я думаю, ну, как вот, вот так специально никто не воспитывал. Ну, получается, когда я пришел к моим родителям, или вернее, когда они взяли меня, я 8-месячным пришел в семье Оталы, да, они были уже лет 50 им было. То есть это были как бабушка и дедушка. Вот почему у меня вот это засело, что нужно быть, это вот, я даже эту пословицу запомнил, ворчанием наскучишь, примером научишь. То есть для меня родители были примером, но никогда они не говорили: Ахтан, сен мындай болуш керек, сен тигиндей болуш керек. То есть вот не было вот этого нравоучения. Я рос среди них как часть этого общества, и мои родители просто были образцом для меня, каким я должен быть, но не было. И вот это вот внутреннее мое состояние, внутренние мои переживания, это была, видимо, ну, как бы попытка все это проанализировать. И вот на этом, в принципе, и строятся все мои фильмы же. Они же несуразные, там, ну, приемный сын, где-то вот Маймыл, это же тоже про меня, вот обезьяна, да, вот, и так можно каждый фильм, потом можно перейти на вторую трилогию, все. Это все про меня и то, что, ну, для меня кажется важным. И почему, может быть, многие здесь не принимают эти фильмы, потому что это простая история, простая жизнь, вот все, что происходит вокруг нас, и, может быть, для них это неинтересно. Да, это, это все каждый день, и приемных полно детей, там, или, не знаю, там мусор кто-то собирает, чего-то там. Вот, и поэтому, мне кажется, вот то, что я там получаю кучу призов, там, не знаю, там, признания за рубежом, это все, то есть эти люди как бы иначе читают фильмы. Первый приезд моих французских продюсеров, их трое приехали. Чедамир Коллар, Фредерик Дюма, Марк Башет. И, по-моему, здесь вот, что-то какой-то разговор зашел, я уже не помню, кто говорит. А вот, говорит, Актана, фильмы для вас, говорит, экзотика. И вот этот Чедамир Коллар, он говорит, любая картина, снятая вне Франции, 5 минут, говорит, экзотика. Пока ты привыкнешь, говорит, ну, как к образу жизни, к костюмам, к лицам, говорит. После 5 минут все, говорит, если фильма не будет, говорит, мы встаем, говорит, уходим. Говорит. Все, говорит, если, ну, я имею в виду, но потом мы же тоже, например, если смотрим какие-то фильмы, которые не как для... Да, мы же тоже привыкаем к людям, к костюмам. И мы же смотрим сюжет, мы же не смотрим, как эти люди там или страдают, или живут, или смеются, чего-то для нас. Если нет сюжета, нет фильма, все, мы встаем и уходим. Я снимаю то, о чем я знаю. И, может быть, это мое достоинство.
Ну, я не знаю, там, хороши мои фильмы, не хороши, это время покажет. Но точно вот так, как я снимаю, ну, не может кто-нибудь. Ну, я в этом убежден, потому что у меня есть свои наработки, у меня есть свои наблюдения, свои герои, свои персонажи. Но этому же никто не придает, никто же не делает анализ. Вот почему Актан снимает каких-то, ну, вот многие говорят там, таких невзрачных, что ли. Вот я на самом деле, я не люблю красивых людей, потому что я хочу снимать про таких, как я, которые, ну, как бы красота у них не внешняя, там, ну, если нас Бог так создал. И мне кажется, вот многие, ну, как бы такие, как типа некрасивых людей, мне кажется, они внутри очень красивые. В самом начале карьеры Ахтана Рымкубата в него поверили талантливые мастера. Это стало началом его яркой карьеры. Сегодня, в 2025 году, существует большое количество возможностей, среди которых потрясающая инициатива, которая называется «Альтернатива Film Project», запущена в Центральной Азии. Это международный некоммерческий проект для поддержки и продвижения кинематографистов из развивающейся киноиндустрии. Запущена компанией InDrive в 2023 году. В 2024 году в рамках Альтернатива Film Labs прошли 3 кинолаборатории. Это Development Lab в Бухаре и Алматы, Impact Lab в Бишкеке и Teen Lab в Ташкенте. На лаборатории было подано 476 заявок. 66 человек приняли участие, из которых 11 человек получили разнообразные призы и гранты. Например, победительница Development Lab Айгерим Сатыбалды уже отобрана для участия в Rotterdam Lab в этом году. Лаборатории стали открыты не только для участников. Более 700 гостей приняли участие в открытых лекциях и мастер-классах. Также проект перевел и выпустил культовое руководство по импакт-продюсированию «Как менять мир с помощью искусства», которое совершенно бесплатно можно скачать на сайте проекта. Важной вехой в развитии Альтернатива Film Project стал запуск бесплатных импорт-показов победителей прошлой премии 2023 года. Кинопоказы с дискуссиями прошли летом и осенью в Алматы и Бишкеке, где я тоже был участником и модератором одной из сессий. Впервые в октябре прошлого года Альтернатива Film Project запустили импакт-дистрибуцию фильма «Похищение невесты» Мирлана Абдыкалыкова, сына Ахтанбеке. Фильм победитель в номинации Spotlight 2023 года, и целью импакт-дистрибуции было не просто показать фильм, а запустить общественную дискуссию о проблеме. Специальный прокат в кинотеатрах прошел в 5 городах Казахстана, 40 бесплатных показов с дискуссиями, в которых приняли участие 37 спикеров. Также 18 дней фильм был доступен для зрителей Казахстана и Кыргызстана бесплатно онлайн на сайте проекта «Альтернатива», где можно было не только посмотреть кино, но и больше узнать о проблеме. Более 7300 зрителей увидели фильм, 80% из которых приняли участие в наших опросах, которые показали, что после просмотра у зрителей меняется отношение к проблеме. Вот такие замечательные результаты этого проекта. Для меня большая честь быть амбассадором этого проекта в Кыргызстане, поэтому призываю всех киношников, всех людей, связанных с искусством, следить за проектом, подписываться на социальные сети и также посещать их сайт для того, чтобы отслеживать новые инициативы. Подробная информация и линки в описании видео. Мы продолжаем. Как научить человека уметь переживать, уметь анализировать? Наверное, я же знаю многих семей, вот они уходили, уезжали к своим родителям, покидали свои там, или какие-то спивали, что-то. То есть они как сказать, они это не анализируют, и они не понимают, ну, не знаю, я в это верю, мне кажется, это какая-то такая, как сверху какая-то миссия, тебе просто дают знаки, Актан, ты должен быть в этом семье, потом ты должен здесь вырасти, потом ты должен это сделать. Даже если не снимать фильм, ты, Актан, должен быть таким. То есть мы не умеем слушать себя. Мы просто там, не знаю, ищем в книгах, там еще что-то. То есть какие-то рецепты готовые, как стать человеком, как найти себя в этой жизни. А я все время про это говорю. Я говорю, и про свои фильмы же, я говорю, я же, в принципе, себя анализирую. Я же пытаюсь через свои фильмы понять. Получается, я заново проживаю свою жизнь и пытаюсь понять свои поступки, свои эмоции. Вот, конечно же, они где-то не стопроцентные, ну, в силу там сюжета, еще чего-то там. Но это получается, что я всю жизнь вожусь самим собой. Ахтанбеке, первая ваша трилогия «Селкинчек», «Бешкемпир», «Маймыл», ваша автобиографичная трилогия. Для тех зрителей, которые не смотрели этот фильм, о чем эти картины?
Ну, становление личности в кино, я не знаю, ну, наверное, и в кино, наверное. Вот детство, отрочество, юность. Ну, в принципе, вот все 3 картины об этом. Вот, и каждый, как бы, вот и Селькинчек, Бишкемпир, Маймыл отражает именно эти периоды значит, росления человека. В какой-то степени это попытка воссоздать то время, в которое я рос, и иногда даже узнают ну, самих себя, ну, я имею в виду мои какие-то близкие, друзья, наверное. Поэтому... Наверное, поэтому и стала такой резонансной работой, что многие узнали жизнь в Аиле, увидели вот эти моменты из детства, которые так или иначе всегда тепло отзываются в большинстве случаев у людей, когда они вспоминают. Я, хоть я намного младше вас, даже, скажем так, когда вы снимали «Селькинчек», я еще не родился, но некоторые сцены, когда я просматриваю, я вспоминаю, в Караколе вырос, я прям досуг, как вот с пацанами там вот ездить и так далее. Вот это вот даже сцена, она такая самая, наверное, запоминающаяся. Помните, когда вы «Песочную бабу» они Да, это сделали? Бишкемпир, да? Бишкемпире, «Песочная баба». Это тоже у вас образ из детства, или вы придумали это тоже? Нет, ну, я должен, как бы, я все время пытаюсь честно, ну, как бы, говорить. Эта сцена не со мной была, просто мне ее рассказали, но она была по-другому. Ну, и потом я, как бы, воплотил это. Да. Но что интересно, ведь во всем мире вот точно так же говорят. Ну, когда идут какие-то обсуждения, там же все же иногда вот такая, как бы, серьезное обсуждение начинает перерастать в такую шутку, и многие начинают говорить про эту сцену. И что интересно, они все так говорят. Вот мы тоже так росли, мы тоже такую же бабу делали. Ну, кто-то на берегу моря, кто-то на берегу океана, кто-то там где-то. Ну, то есть... Мне кажется, мы все растем одинаково. Да, дети во всем мире одинаковые. Да, конечно, вот эти, какое-то такое влечение эротическое, вот, и взаимоотношения с друзьями, выяснение отношений. Что мне кажется, особенно с этих фильмов, вот никто же так не снимал, и никто так не говорил. Все время ощущение было какое-то, ну там, типа цензура, что ли, была какая-то, что-то, ну, запрещали, например. Я помню, даже один из наших руководителей государства сказал, говорит, вот такую картину, говорит, в советское время, говорит, закрыли бы. Но, может быть, на самом деле, может быть, Бишкемпир не вышел бы, значит, в советское время, когда была, ну, жесткая редактура и так далее. Вот. Ну, и вот когда все время почему-то хочется вернуться и сказать, что вот у меня, то есть я был создан именно для этого времени. То есть если снимать кино, именно это кино. Потому что у меня же нет специального образования. Вот мне в советское время не дали бы фильм. А получается, вот все так повернулось, чтобы вот как И бы... развал должен Да, произойти, все, да? вот, все это вот как бы... Ну, иногда же говорят там, человек времени, там, ну, мне кажется, это тоже все не случайно. Ну, может быть, просто вот я как бы, я не знаю, так, я как бы не буду преувеличивать себя, ну, просто так все совпало. Вообще, как бы, немножко Маймыл отличается от Селькинчека и Бишкемпира. Вообще, вот на самом деле, я вот такой, как Маймыл. Ну, история Маймыла. Моя деревня не была таким, как на Селькинчеке или как в Бишкемпире. Такая там же идеализированное киргизское село такое. А вот мое место, где я вырос, это вот Маймыл. Это такое, как, почти как поселок городского типа, там половина, не половина, 70% русских было. Почему я так по-русски говорю, мыслю, пишу по-русски, да, это все оттуда. И почему-то я подумал, почему я не должен сделать именно такую историю, в которой я вырос, в которой я это... И я пошел в сторону Маймыла и сделал другую фактуру. А на самом деле мне нужно было делать в той же фактуре, мне так кажется. Это же бывает, когда ты начинаешь анализировать. Но все равно я как бы как на экране отразил вот именно такое, вот присущее мне там эти гитары, пацаны вот такие немножко русскоговорящие, девочки русские. Я влюблялся в этих девочек. Даже мама говорила, а пама шинтуачи, да?
орыс аялалып мен ұят қылып алсаң болды депші. Потому что, ну, все друзья, все приходили, ну, все были русские. Это в Кунту, да? Да, это в Кунту, да. Тогда он назывался совхоз имени Кирова. То есть это совсем другая жизнь была, по-другому все. Росли по-другому. Ахтанбеке, прежде чем перейти к второй трилогии, хочется поговорить о вашем становлении как режиссера. В частности, мы сейчас находимся в кыргыз-фильме, который носит имя Тулемуша Акеева. И есть имена, которые ассоциируются с подъемом, возрождением, да, кыргызского кинематографа, исторически. Это Тулемуш Акеев, Мелис Убукеев, есть Видугирис, да, вот есть большое количество, ну небольшое, но вот обойма, да, Шамшиев был. Вот. Эти мастера, успели ли вы застать этих людей и в личной вашей жизни какую роль сыграли те или иные люди, о которых я только что упомянул? Ну, я всех застал их. Я же пришел на киностудию как художник, ну, начинал как декоратор, потом, значит, я долго не мог устроиться. Ну, тогда на студии все были блатные, ну, по знакомству, там, дети режиссеров, операторов, ну, это вот. А совершенно вот чужой человек, он не мог попасть на киностудию, просто так невозможно было. Я не знаю, почему меня-то приняли тогда декоратором, и то тогда было по договору. То есть потом картина заканчивается, меня отчисляли, да. Потом я долго не мог попасть. Керим Аразалиев был такой. Меня привели, ну, начали, говорит, вот Актан, говорит, хороший. Ну, человек, вот, есть ли какая работа, он хочет как бы работать на киностудии. Он говорит, да, говорит, вот как раз нам нужны ассистенты, завтра, говорит, приходите с вещами. И я такой обрадовался, приехал, и меня отправили на сельхозработы. И вот я был постоянным завсегдатаем всех этих сельхозработ, потому что вот эти блатные ребята, ну тот же Хасан, да, вот, да, который, он никогда не ездил на сельхозработы, а вот такие, как я, они ездили на сельхозработы. То есть мы как бы это, как мы... Карагуч, да? Да, то есть кого можно было куда. Но я так, в общем-то, как сказать, так я познал кино, вот, и случайно, значит, я попал к Базарову, ассистентом режиссера, а я был готов на любую работу. И Базаров сказал, говорит, Ахтан, говорит, скоро я, говорит, запущусь картины, я, говорит, я к тебе, говорит, себе возьму. А ну, по тем временам быть возле Базарова, и чтобы он сказал, Ахтан, я тебя заберу к себе на какой-то... Это труба. Это сейчас как-то немножко все упростилось, тогда было совершенно по-другому. И действительно он запустился, картина «Первый» тогда назывался. Ну, я не помню, как потом вышел. Вот. И я там был ассистентом вначале, потом приехал Владимир Мурзин из Мосфильма, он был художником-постановщиком, и потом говорит, Геннадий Садырович, говорит, а что, говорит, вы художника держите у себя ассистентом, говорит, отдайте мне его. И я потом перешел в его группу, ну, художников, и стал декоратором, вот, и после этого, ну, я сейчас прям, вот, прям так не помню всю хронику, да, после этого, значит, совершенно неожиданно Альгис Видугирис, Альгимантас Стасович Видугирис, говорит, Актан, говорит, вот мне нужен, говорит, художник-постановщик. Я с ним отработал 2 картины на «Приют для совершеннолетних». Вторая картина была «Заговор». Вот на 3-ю приглашал, но я уже ушел как сам снимать картину. Значит, потом вдруг мне предлагают с бухты-барахты снять документальную картину «Бежала собака». Мы делаем вдвоем с Эркином Рыспаевым документальную картину. И вот здесь тоже непонятно. Вот если представить, ну, то есть у меня нет специального образования. Да, даже у меня же среднее специальное, то есть у меня даже нет высшего образования. И вдруг приходит Тулемуш Акеев, вернее, вызывает к себе, ну, Тулемуш Акеев, да, говорит, Актан, говорит, вот мы еще, говорит, на киностудии Келечек мы запускаем, говорит, новую, ну, в смысле, запускаем большую картину, и мы хотим, чтобы ты стал режиссером. И, видимо, я когда вот так говорю, многие говорят, ну, он же, говорит, талантливый человек, и он, видимо, увидел, говорит, в тебе талантливого человека. Ну, вот, допустим, я снял «Бежала собака», правда, я для него делал документальную картину, «На перепутье» называется. Это абсолютно такая, как документальное кино, снятое на пленке про колхоз России. Колхоз «Миллионер», и он говорит, ты должен снять картину
Я знаю, кто на это повлиял. Был такой, значит, Рудольф Николаевич Шмонин, он был редактором. По тем времена большое влияние на фильм оказывали редактора. То есть это не редактура была, а вот просто был рядом всегда человек, который мог с тобой, ну, то есть с кем ты мог советоваться, чего-то. Обычно это были очень опытные люди, и они могли, ну, как говорить, свои мысли. А он был со мной на «Обижала собака», потом он был на этой «Колхоз России» перепутье, и все, видимо, я думаю, что он, наверное, как бы, да, порекомендовал. Вот для всех режиссеров я был такой, вот на скачках же бывает, на лошадь такой, как, ну, на которую не ставит, да? Да, никто Темная не лошадка, ставит. Да, да? такая темная. Ну, в общем, я был темной лошадкой в кино. И до сих пор я им являюсь, потому что никто до сих пор не верит. Им всем кажется, что я снимаю, как это, я не умею до сих пор снимать кино. Ну, они до сих пор заблуждаются. Мне довелось работать со всеми классиками. Ну, наверное, больше всего, конечно, я работал с Базаровым, потому что я его называю своим мастером. Ну, мастер в каком смысле? Ну, и Геннадий Сидорович тоже вот по принципу, то есть он не занимался нравоучением, там, Октан, ты такой, сякой-то. Я просто на него смотрел, как он снимает. То есть я через него познал площадку. А потом художник-постановщик, это же ты уже становишься как бы автором фильма, соавтором фильма, и у тебя есть тесные контакты и с режиссером, и с оператором. То есть ты становишься одним из тех, кто зарождает эту картину. И в этом смысле, когда я говорю про Геннадия Сидоровича, конечно же, то есть он оказал такое, как, ну, то есть я вправе его называть мастером. Ну, а вообще, наверное, все же я думаю, что дорогу мне открыл, наверное, Акеев. Если бы не Акеев, может быть, никто бы и не дал большую постановку. И через «Улитку» я получил Селькинчек. Но вот если, например, сейчас так идти, то получается в моей жизни вот все, кто, или как точнее сказать, то есть вот как бы все пытались помогать на определенном, то есть вот в определенное время появлялись определенные люди, которые помогали мне двигать, ну, вернее, двигаться. Что здесь кроется? Я делал это, как будто я делаю для себя. Любую работу. Вот скажет документальный, я снимал документальный. Скажет, значит, Октан, нужно сделать декорацию. Я строил декорации. Это видео вы смотрите благодаря проекту Alternativa Film Project, запущенный в 2023 году в Центральной Азии. В 2024 году проект вышел в новый фокусный регион. Им стала Юго-Восточная Азия. В ноябре в Индонезии, в городе Джогьякарта, состоялся первый фестиваль и вторая церемония вручения премии Alternativa Film Awards. Я был также там в качестве амбассадора проекта из Кыргызстана, где мне довелось лично увидеть объем, размах и энергию, которая царила во время мероприятия. Это было просто невероятно, потому что собрались коллеги со всего мира, и для меня была большая честь представлять нашу страну на этом амбициозном проекте. За 7 дней фестиваля более 3000 человек посетили показы фильмов, дискуссии, профессиональные воркшопы и церемонии награждения. На 14 открытых показах и дискуссиях зрители посмотрели 25 фильмов. Это 13 полнометражных и 12 короткометражных из 14 стран Азии на 20 языках. Среди них 2 драмы из Центральной Азии. Это номинанты премии прошлого года «Мадина», фильм Айджан Хасанбек из Казахстана, и фильм «Белек» Дальмиры Телеберген, нашей режиссерки из Кыргызстана. На данный момент стоят большие планы на 2025 год. Альтернатива — это кочующий проект. Он начинал с Центральной Азии, затем Юго-Восточная Азия. Следующим фокусным регионом станет Латинская Америка. Именно там пройдет Alternativa Film Awards and Festival в 2026 году. Центральная и Юго-Восточная Азия продолжат развиваться как хабы проекта. В планах Альтернативы организовывать показы социально значимого кино, победителей премии 2024 года, и провести лаборатории Alternativa Film Labs в обоих регионах. Если вы сможете принять участие или у вас есть желание узнать больше об этом мероприятии, то крайне рекомендую вам подписываться на ребят в социальных сетях, посетить их сайт, где очень много полезной информации. Я думаю, это на данный момент самый амбициозный проект по поддержке кино в нашем регионе. Альтернатива. Всем ребятам чон рахмат за то, что вы делаете. Мы продолжаем.
Давайте поговорим о целом состоянии культуры на сегодняшний момент в Кыргызстане. Настало время. Настало время поговорить об этом, потому что Просто я просто благодарен вот своей, как бы, как сказать, ну как судьбе, что ли, что я оказался, ну как, я был среди этих людей. Только я своим трудом и отношением к тому, что я делаю, я мог быть приближенным этих людей. То есть у меня не было другого статуса, или я не был с ними никаких отношениях. Конечно, единственное, с кем я, ну, не знаю, так получилось, с кем я не работал, это и с кем у меня не получились отношения, это Болот Шамшиев. А какие фильмы, например, ваш личный, есть ли любимые фильмы, и вот из этой когорты легендарных, которые вы любите, может быть, пересматривать, или которые на вас так или иначе оказали влияние? Ну, смотри, вот когда я вот так говорю, многие не верят. Во-первых, вот такого большого влияния никто на меня не оказал, потому что у меня не было культуры смотреть. Ну, может быть, вот в Гиковце, там же как бы специально их заставляли, и иногда вот некоторые студенты говорят, вот как бы особенность мастеров была в том, что они, значит, направляли студентов, какие фильмы они должны. То есть они таким образом Формировали, да, формировали и пытались к ним привить вот этот вкус кино. То есть у меня этой школы не было. Я практически ничего не смотрел. Тогда хорошее кино можно было во ВГИКе посмотреть, и в Доме кино, если ты не член Союза кинематографистов, туда тебя не пускали. И поэтому вот чтобы сказать, что какая-то картина на меня оказала влияние, нет. АИЛ, где вы живете, в любом случае точно формирует ваш почерк, поэтому это и в фильмах ваших отображается. И во многом это фильм о кыргызской жизни. И многие говорят, что вот вы показываете кыргызскую жизнь, а с другой стороны вы ее показываете там в том неприглядном, нелицеприятном, но правдивом ключе. И мне кажется, что это, возможно, и есть такая патриотичная искренность, да, когда ты не говоришь о том, что вот у нас все идеально, все хорошо, а ты имеешь смелость сказать, что вот есть вот такая жизнь, и классно было бы, если мы исправили, да, это в правильную какую-то сторону. И в ваших фильмах очень часто прослеживается тема сохранения вот этой кыргызской идентичности. Где-то вы ее противопоставляете там, урбанизации, где-то вы ее противопоставляете арабизации. Разные есть вызовы, да, в жизни кыргызского общества. Что для вас значит быть кыргызом, да, вот в широком смысле этого слова? И как, по-вашему, должна идти сегодняшняя, может, повестка, да, по сохранению вот кыргызской культуры, чтобы мы действительно смогли не только сохранить эту культуру, но самое главное дать ей вторую жизнь, чтобы она продолжалась, чтобы она могла вдохновлять молодежь, чтобы ребята могли черпать оттуда идеи, да, будь то эпос Манас, будь наша история, будь то наши традиции, обычаи, там, бизнес, идеи и так далее. Какое у вас мнение на этот счет? Как вы смотрите на этот вопрос вот, по части сохранения и продвижения? Надо сохранить свою идентичность. Ну, если ты киргиз, значит, ты должен знать язык. Все, ушел Джахтана Крыша. Да, ты должен знать свои традиции, свою историю. Вот, и как бы пытаться вот все, что у нас есть, ее каким-то образом приспосабливать к современной жизни, ну, нести с собой. В этом плане, например, мне очень нравятся японцы. Это же такая урбанизированная страна, да, одна из таких развитых стран. Вот, когда туда приезжаешь, ну, понятно, что вот, когда первый раз я там оказался, ощущение, как будто я вообще попал на другую какую-то планету, наверное. Но когда видишь японцев, ну, в своих кимоно, там, ну, в общем, ну, такой национальный, я просто поражаюсь. Как эти люди могут сохранять свою идентичность, да, и при этом они могут быть такой очень развитой страной, наверное. Ведь у нас же тоже много всяких значит, ну, традиций, обычаев. И мне кажется, мы это должны культивировать и ну, как бы, когда адаптировать под сегодня, и чтобы они стали более современные. Вот, ну и даже форма одежды, может быть, еще чего-то. Без архаики, да? Да-да-да, вот не должно быть. Вот, вот, поэтому мне кажется, только таким образом можно сохранить. И я все время вот этой молодежи хочу сказать, но мне неудобно, может быть, я первый раз про это говорю вот так, с экрана, да.
Ну, несложно же им научиться говорить по-киргизски. То есть они быстро осваивают английский, да, быстро осваивают, я не знаю, там, китайский, ну, языки, которые нужны. Я понимаю, может быть, молодежи не нужен, может быть, с точки зрения обустройства жизни киргизского языка, но ты же родился киргизом. Да, и ты должен... Но в этом нет ничего плохого. Если, вот я говорю, вот, допустим, я куда-то приезжаю, я приезжаю как киргиз. И всем нравится, что я киргиз. Но я же не приезжаю к ним там, как, я не знаю, как какой-нибудь, я не знаю, там, или корейский режиссер, да, там, Ким Ки-дук. Ну, хотя я похож на Ким Ки-дука, да. Но просто я все время пытаюсь оставаться киргизом. И в своих фильмах я пытаюсь оставаться киргизом. Вот я очень люблю свою страну, я очень люблю свой народ. Вот эта любовь мне заставляет говорить некомплиментарные вещи по отношению к своему народу. Потому что я хочу, чтобы они менялись по отношению к своей религии и так далее, и так далее. И, может быть, моя такая как бы критичность, мне кажется, они всегда присутствуют в моих фильмах, только из-за того, что я люблю. А это повод многим говорить, что Ахтан, вот, это просто идиоты, понимаешь? Это такие псевдопатриоты, которые портят вообще всю нашу атмосферу и так далее, и так далее. Мне кажется, здесь должно быть очень, ну, как такое, как, ну, у меня, кстати, нет рецептов. Ну, что я могу сказать? Ну, допустим, чтобы 100% понятно было, каким должен быть кыргыз, вот я хочу сказать, кыргыз должен быть таким, как я. И все рецепты, каким быть должен кыргыз, вот у меня. Я живу на своей земле. Я почитал всех своих родителей, их нету. Я почитаю своих детей. Я почитаю свою жену. Я почитаю всех, кто меня окружает. Я почитаю свою улицу. Я почитаю, значит, весь мой быт. Придите по мне, посмотрите, как я живу. И кыргыздар ушундай жашаш, да? А я как почитаю природу. Вот просто, вот, допустим, я нашел сейчас рецепт. Если мы хотим быть кыргызами, посмотрите, как живет Ахтан. Вот с него берите пример. Я езжу по всему миру. Ну, я извиняюсь, что это говорю. Я ни одного языка не знаю, кроме русского и кыргызского. Но я не специально не знаю, ну, просто я не знаю, так получилось. Но меня весь мир принимает. Весь мир, ну, я извиняюсь, что я это говорю, ну, киношный мир, он обожает. Ну, куда, потому что они просто вокруг меня вот так прямо это. И я им несу энергию такого добра, земли нашей, понимаешь? Ахтан Баке, по своему образованию вы в первую очередь художник. Вы закончили училище имени Сюина Чикова, и позже вам даже довелось поработать с одним из главных людей в мире, в истории, наверное, кыргызского искусства, живописи Гапаром Айтиевым. Как происходила эта встреча или работа совместная? Творческая мастерская живописи Гапара Айтиева, по-моему, так называлась. Это своего рода как аспирантура, что ли, была. Там учились 2 года. По-моему, если меня память не изменяет, вот это было на территории музыкального интерната имени Абдраева. По Чайкову, да, он там? Да, вот Да. там я, по-моему, внутрь мы заходили, такой, я не знаю, сейчас есть ли такое старое Есть здание. здесь двухэтажные такое, Да, мастерские там двухэтажные. Там старое. сейчас аспирантура Академии искусств находится. Старое здание было. Вот, и как раз это был первый набор. И я не знаю, каким образом я узнал, что есть, значит, вакансия сторожа. Но туда меня не взяли, потому что там все были практически после высшего образования. И я стал пытаться. Вот сейчас даже не могу вспомнить, какие усилия приложил, но что мне хотелось. Во-первых, я любил, значит, пейзажи. То есть я все время пишу только пейзажи. Людей, ну, это целая история, это может быть вообще отдельная тема. Так получилось, что я почему-то не взлюбил людей. Ну, это как раз из-за того, что они говорили одно, делали другое. И все это совпало как раз вот на время, когда, значит, был Брежнев Леонид Ильич, и вот
я помню эти съезды бесконечные, там что-то говорят, но жизнь не меняется. Я не знаю, почему, вроде бы я был тогда совсем молодой человек, но почему-то я это очень близко, ну как, близко принял, и просто мне все это не нравилось, вот это вот. Да, дух времени. Ну, это уже такой, как бы такой кризис начинался. Вот. И, видимо, вот это и то, что я говорил, и в моей биографии есть такие вот места, где, значит, мне пришлось многое пережить из-за близких людей. Вот. И, может быть, поэтому у меня было такое игнорирование людей. Вот. И почему-то я все время, поступив в училище, стал писать пейзажи. Я мог уединяться, где-то писать пейзажи. Вот. Я почти не любил вот эти вот, там же постановки, когда ты должен людей рисовать, натуры рисовать. У меня, я, по-моему, там еле тройки, что ли, получал. Вот. И вот в этом контексте, конечно же, один из таких ведущих пейзажистов страны, это был, несомненно, Айтиев. Мне нравились его работы. Конечно, мне и другие, значит, работы нравились, наши художники, но он был такой мэтр, и с ним связана была, значит, наша пейзажная школа. Вот. И, значит, я начал пытаться каким-то образом попасть в эту академию. И стал сторожем. А быть сторожем, значит, тебе давала возможность, ну, может быть, чуть меньше этой комнаты. То есть у тебя была своя мастерская, ты там мог писать все, что ты хочешь. И вот Гапар Айтиев, он обходил всех своих слушателей или студентов, не знаю, как их называли. Вот он также посещал и сторожа. Вот у них тоже такое же условие было. Вот он приходил несколько раз, смотрел мои работы, ну, он говорил со мной, ну, может быть, говорил не так, как со всеми, ну, типа как, ну, типа дорасти как. Но я как бы слушал, о чем он говорит со всеми вместе, то есть я был в этой, значит, в этой среде, да. Вот Джо Март Хадралиев был тогда в той школе, Адашхан. Адашхан? Нет, Адашхан, если забыл ее фамилию, да. Художница, да? Да, художница, да. То есть это была какая-то как плеяда в то время молодых людей, которые пришли после вузов. Вот, и я был как бы вот среди них, который впитывал, может быть, их. Я же все время хотел, я же не думал, что я буду режиссером, я все время хотел стать художником. Но что меня поразило, он все время просил, чтобы я писал станковую живопись, ну, то есть какие-то, ну, там, с фигурами связанные, какую-то композицию. И меня все время это удивляло. Ну, как человек, который всю жизнь писал пейзажи, заставляет меня писать, ну, как другие картины. А я же к нему пришел как пейзажисту, я думал, он, наоборот, меня будет хвалить, Ахтан, пейзаж, туда-сюда, там. Нет, может быть, он немножко недооценивал то, что он делает, потому что все равно же вообще вот как бы, как сказать, живопись, это, конечно, это станковая живопись, сюжеты какие-то, вот, а все равно пейзаж, ну, как бы на втором плане, и, может быть, поэтому ему не нравилось, наверное. А я любил и... А как художник, вы как человек, который любит искусство, есть ли у вас кыргызские художники из истории, которые вам нравятся? Мы с кино поняли, что с кино вы как бы вот особенно, но если из прошлого по живописи, есть у вас художники, чье творчество вам нравится? Не, ну таких вот прям стопроцентных нет, наверное. Ну, просто ну, разные художники в разных этапах, они были, ну как, там же тоже так вот как, ну и как в кино, например, он снимет одну картину хорошую, потом где-то пропадает или ищет там, потом еще, или он пропадает чего-то там. А вот так, чтобы вот такой, вот сказать, вот его творчество, мне кажется, вот такой, чтобы... А потом, что интересно, у нас же практически вот нет такого понятия, как жизнь в искусстве. Вот, ну, допустим, и все эти наши мэтры, о которых я говорил, они же большинство все ушли из кино же. Они, ну, кто стал послом, кто стал, я не знаю, там, бизнесменом. То есть люди, которые ушли из кино,
Вот. Единственный в этом смысле, кто остался верен своей профессии, своей среде, это был Базаров. Ну, я об этом тоже говорил, ну и постоянно говорю, что он сумел себя сохранить, он остался в профессии. Просто здесь не было возможности снимать кино, поэтому он как бы ушел на телевидение, сделал свою авторскую программу. Альтернатива была. Вот потом он стал там снимать короткие метры, потом, по-моему, несколько полных метров снял. Но человек как бы всю жизнь остался художником, потому что и Акеев, и Шамшиев, ну, Мелис был уже, Акеев был уже покойный, то есть они все ушли в политику, ну, в бизнес, как-то так они, ну, как-то легко они так поменяли профессию. Ну и в этом смысле, допустим, я же тоже остался верен своей профессии, Да. до сих пор я... Хотя была попытка, ну, я думаю, многие знают, что я был в республике партии. Это было как раз после 7 апреля. Вот почему-то мне захотелось стать депутатом. Но я не собирался быть политиком. Я просто хотел стать депутатом и лоббировать интересы кино. Актан Байке, очень часто в ваших фильмах прослеживается вопрос духовности, Бога, поиска себя. Почти во всех фильмах так или иначе можно увидеть эту тему. И вы часто говорите, что вы в своих фильмах поднимаете проблему не Бога, да, как такового, не веры в Бога, а именно религиозности, да, противопоставления, условно, кыргызской культуре, арабской культуре. А вот вы лично, как сам человек, если отойти от тем ваших кино, как сами относитесь к этому вопросу? Вот, ваш личный духовный поиск, ваша связь с Богом, с Божественным, каким образом она формировалась и как вы можете охарактеризовать свою личную веру? Ну, семья, ну, как и все семьи, наверное, вот, людей моего возраста, они были такие, как сказать, очень символичные. То есть ислам или религия, она была символична, и она как-то перекликалась с нашими традициями, обычаями. То есть не было никогда вот каких-то вот противостояний. Она, мне кажется, очень органично была. И потом никто тебя не спрашивал, ты веришь в Бога, не веришь ни в Бога, или ты атеист. Там, вот как-то... Да, ну, как общепринято было. То есть Советский Союз, это же как мы все были атеистами там. Но при этом вот прям, ну, в всяком случае, у меня в семье никогда не спрашивали, ты куда я еще не атеистом, это вот не было такого, вот, так тебе, чтобы это... То есть ты жил, как тебе удобно. И в семье мы все время говорили Бог, Кудай, да, Джаратхан, да, отец читал Коран, вот, в мечеть никто не ходил, и мечети у нас не было. Вот, как-то так все гармонично было, и вопрос не стоял. Ну и я вырос в этой, как бы, в этой среде, в этом понимании Бога. Там, я до сих пор, да, ну, от того, что есть Бог, ты же не пострадаешь. Я сейчас не помню, кто-то сказал. Ну, а вдруг это выяснится? Нет, там, говорит, вот если ты, говоришь, будешь говорить, что Бога нету, говорит, ну, вдруг выяснится, говорит, что Бог есть, говорит. Но если ты скажешь, говорит, Бог есть, и вдруг окажется, что Бога нету, говорит, ну, ничего же, говорит, не случится. Вот. Просто у меня вот и до сих пор, то есть мы верим, но, скорее всего, мы верим в некого Создателя, который, мне кажется, вне нации, вне каких-то течений. Ну и мне кажется, он до сих пор не оформлен словесно. Мы просто не знаем. Но мне кажется, есть какая-то закономерность. Ну пусть это, я не знаю, там научная, я не знаю, как это называется, там, как есть мироздание, и законы какого-то мироздания, она как бы развивается, ну, как по своим каким-то законам. Я не знаю, как это называть, но пусть это будет божественно. Потому что, мне кажется, Бог помогает тебе жить. Мы же часто иногда обращаемся там, по каким-то случаям, там, Кудай, там, или там,
Что-то, ну, просто когда меня начинают насаждать, там, чья вера и на каком языке тебя понимает Бог, меня это немножко смущает, понимаешь? Если есть он, ему безразлично. Ты не мой, или ты кыргыз, там, что-то. На любом языке. Даже на жести, даже на какой-то у тебя мелькнет какой-то, он все читает. Все поймет. Все поймает, да. Но говорить, что то, все, мне кажется, абсолютно неверно, наверное. Если мы, у нас считается, если официальная религия ислам, то я бы хотел, чтобы она тоже, как я говорил о традициях киргизской традиции, да, мне кажется, она тоже должна как бы осовремениваться, и она должна как бы по-другому, вот опять же в этом смысле, если говорить про японцев, вот, о их религии тоже, у них тоже повсеместно, везде какие-то эти храмы свои, как-то они так могут так красиво делать. Ахтанбеке, вы говорите часто о том, что у вас надежда на молодежь. В общем, сегодня мы поговорили с Ахтан Байке, и из нашего разговора в назидание нашим молодым ребятам, лично я, суммирую, что понял. Ну, первое, что нужно быть кыргызом, но кыргызом нужно быть внутри, а не внешне. Это первое. Второе, нужно стремиться быть хорошим человеком, и это лучшая форма проявления твоей веры, как в стороне духовного и религиозного, да, каждый день стремиться к тому, чтобы быть хорошим человеком, да. Но еще как бы, чтобы быть сильным, нужно быть добрым. Чтобы быть сильным, нужно быть добрым. Четвертое, что скромность – это тоже большая сила. Это сила, Да. Пятое – это касательно творчества, если мы говорим, да, постараться найти вдохновение в своей личной жизни, исходя из своего личного опыта, исходя из своих каких-то особенных страниц биографии, да, скажем так. Не искать вот снаружи, а все-таки взор внутри обращать и делиться. Да, ну и там еще было, что значит, человек должен очень ценить себя, ну как бы свое, как это, то есть, ну не нужно искать, вернее, в смысле, он должен себя анализировать и как бы в себе находить все эти формулы, то есть не нужно как в поисках какой-то идеи там, искать. То есть это внутри нас. Как. Ты должен быть очень чувствительным к себе. Ахтан Байке, спасибо вам за эту содержательную беседу. Было, как всегда, очень интересно. Желаю вам хорошей картины грядущей, которая, дай бог, выйдет осенью. Эта картина называется «Кызыл-Өрүк». Нет, рабочее название было. Рабочее название, да? Да, «Кызыл-Өрүк», но сейчас она будет «Кара кызыл сары». Ого, это уже точно название, да? «Кара кызыл сары». Желаю вам классного монтажа. Надеюсь, что мы сможем, и призываю всех зрителей ходить на кино не только массовое, но и на авторское кино, в том числе, которое выйдет у вас. Спасибо большое. Будьте здоровы. Дэн Сокта Волмус, Бар Волмус. Мы вас очень любим, ценим. Уважаемый Ахтан Байке, спасибо вам еще раз за вашу искренность и за эту прекрасную беседу.